человека, не занятого мыслями, идеей созидания, доведения до совершенства произведения, им творимого, нам сложно понять устроенность его жизни в этом мире. Понимание и осмысление творимого человеком произведения в основе должна быть философия. В картинах Агеева Владимира Ивановича в тончайших линиях переплетены человеческие судьбы. Чтобы понять, нужно ухватиться за что-то, что стало бы ключевым для осмысления происходящего. Такой вывод сделал, переходя от одной живописи к другой. Должна быть идея. Я самоучка в музыке, в тех способностях, наделенных мне Всевышним, и в любом произведении в основе идея. И мне понятно, в агеевских произведениях это темная и глубокая сторона истории чувашского народа. Живопись Агеева Владимира Ивановича подталкивает к такому толкованию мою мысль. От одного события переходим к другой и видим те же краски, те же цвета и архитектуру построения сюжета. Какое это время, какая эпоха, для нас тайна. Не думается, когда руки мастера передавали эти линии и очертания, сам он находился в состоянии нирваны. Мысль убегала в Вселенную и бездна недоступного нам мастера. Я думаю, примерно так же воспринимал своей восприимчивости каждый посетитель, придя сегодня на выставку живописи Агеева. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы как-то немножко поговорить обо мне. У меня юбилей, 90 лет мне. Я художник чувашский Агеев Владимир Иванович. Учился на художника, работал беспрерывно от 25 лет до нынешних времен. Работал в области графики и живописи. Вначале я занимался книжной графикой, то есть иллюстрация и оформление книг чувашских, которые сейчас выпускаются. Делаю зарисовки, рисунки, иллюстрации и оформление этой печатной продукции. Очень много книг оформлял я, около 200. Вот. И кроме этого, мои работы постоянно печатались в журналах, чувашских журналах, московских тоже журналах, журнале «Крокодил», а здесь «Капкан» чувашский выходит, сатирический журнал. Потом для этого журнала мы делали карикатуры, юмор и другие сатирические рисунки, плакаты. Вот. На бытовые темы, на политические темы. Вот. И шутки были разные. И кроме этого, моя постоянная работа была оформление и иллюстрирование книг. Вот. Чувашские писатели писали, дали мне заказ на оформление этих книг и иллюстрирование. Помню, как он тушью пером рисовал ватный стилист формата А1 сейчас. Он начинал с одного угла тушью пером и заканчивал в другом углу. То есть композиция у него в голове. Рука его вела его мысль вела. А как можно? Люди там разбивают сначала, наметки делают, а он брал сразу и начинал и заканчивал. Пером, тушью, который не сотрешь. Графика. Да, графика. Он гениальный график. Гениальный график. Его за рубежом очень много, во многих местах знают его графику. Мы с детства узнавали в сатирическом журнале его карикатуры в Капкане. Он сотрудничал, наверное, всю жизнь в этом журнале, пока журнал существовал. Очень долгое время занимает, очень кропотливая работа. Вот, приходится делать небольшие размеры рисунки. Потому что печатные
станки типографии позволяли в то время высокая печать и офсетная печать была. Позволяли небольшие размеры только делать. Вот, 40 на 50 или даже меньше. Вот если бы я к этому делу привык, я работал успешно. Эти рисунки часто выставлялись на крупных художественных выставках в Москве, Ленинграде и других, и даже за рубежом выставлялись. И в то же время постоянная моя работа была живопись. Красками я работал. Масляные краски у меня были, темперные краски, гуашевые красками, я цветные вещи делал. Но раньше, когда не было у нас печать такая не общественная, а только высокая печать называется, вот, мы делали только черно-белые работы. Рисунки черно-белые. Делали тушью, редко бывало кистью работали. Вот. Привык к этой работе. А свою работу, я прямо скажу, любил свою работу. Мне это было очень интересно. Вот. Вот сейчас я тоже, конечно, хотел бы дальше работать, но возраст, у меня 90 лет. Вот. Для того, чтобы делать хорошую книгу, надо хорошо подготовиться, надо знать текст, выбрать его хорошие, из текста хорошие моменты, которые показывают образ того, какую писатель описывает. А надо не отрываться от писателя, надо идти к своими рисунками параллельно, одно и то же время показать его зрительный, так сказать, образ, не только литературный. Вот. Поэтому приходится иногда текст, литературный текст, прочитать несколько раз, изучать его. Каждый автор, каждый писатель требует, его произведение требует особого отношения к оформлению его книги, его произведения. Вот. Приходится долго работать, переделывать. Для того, чтобы делать одну иллюстрацию, приходится, может быть, иногда 5-10 раз перерисовать, поправлять его. Вот. И потом у нас получается удачный или неудачный. Потом каждой литературе, каждому, так сказать, литературному, значит, произведению не все художники подходят. Как понять? То есть есть сатирические, тут требуется художник, понимающий сатиру. Есть такой роман, такой повествовательный, описание, вот там разные бывают, про войну написано, какого времени и какие события там происходили. Опять надо иметь какую-то специальность, знание вот, этого времени и этого сражения. Есть другие моменты литературы, разные бывают, ознакомление, например, жизни леса, растений, и животных и так далее. Вот приходится здесь многопрофильное отношение, знание этой литературы, и приходится работать, соблюдая все эти правила. Вот. Конечно, много можно говорить о том, что как работает иллюстратор. Я тоже занят был книгами, читал этот текст несколько раз, а потом делал, значит, фальсификационные, значит, эскизы, делаешь макеты книги, сколько страниц, каким текстом и каким шрифтом печатать выгоднее. Вот. И где поместить иллюстрации, а где нет. Это что надо учитывать? Кроме этого, еще есть такая финансовая сторона любой книги. Уделяется редакцией на издание этой книги столько-то сумма денег. Вот. Поэтому, учитывая эти моменты, финансовые моменты, приходится раскидать по книге, в каком месте, сколько иллюстраций делать.
человек, творческий человек, он всегда, я думаю, выкладывает то, что он наработал, мировоззрение его, опыт жизни, фантазии. Агеев, он мастер, и он настолько владеет мастерством, он не задумывается даже, у него само собой все это происходит. Ему даже не интересно, понравится его произведение мне или кому-то. Он так видит, так и создает. Поэтому ему особо-то, наверное, неинтересно было думать, понравлюсь я, не понравлюсь. Он об этом не думал. Он просто творил.